На площади возле здания правительства с утра собираются люди. Это вкладчики обанкротившегося Дигбанка. Поводом для очередного несанкционированного пикета стала публикация в газете «Коммерсант». Московское издание обвиняет людей в мошенничестве. Их вклады якобы недействительны и никогда не были зарегистрированы. С Москвы пришел отказ. С АСВ, агентства страхования вкладов, пришел отказ полный, что вы не получите. То есть мы все мошенники, получается, что у нас поддельные документы. 1700 человек. Это неслыханный случай. Все документы на руках, все. И нас объявляют мошенниками. Ограбили, просто вот подошли и раздели. После того, как у Дигбанка отозвали лицензию, АСВ приступила к выплате денег. Правда, в реестре оказались не все. Около 1800 человек свои вклады получить до сих пор не могут. Агентство по страхованию вкладов сочли документы этих клиентов сомнительными и выплачивать страховку не намерены. У меня даже, честное слово, слов нет. Это вообще беспредел, полнейший беспредел. Да, я пенсионерка, я их копила, по копейке собирала. Такая новость привела людей в отчаяние. Среди вкладчиков подавляющее большинство пенсионеры, которые держали в Дигбанке свои небольшие сбережения. Люди просят помощи у правительства Северной Осетии. К митингующим вышел вице-премьер Рустем Келихсаев. Он пообещал разобраться в ситуации. Республиканская власть предоставила юриста, который поможет людям составить исковое заявление в суд и будет сопровождать судебные дела вкладчиков. Давайте пока вашу проблему решим. Давайте, правда, порешаем. Давайте. Мы вам благодарны, что вы вышли и нас хотя бы выслушали. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров уже связался с генеральным директором АСВ Юрием Исаевым. В ходе телефонного разговора обсудили возможность совместных действий в интересах людей. Вкладчиков ждут судебные разбирательства, которые пройдут в республике. АСВ сможет внести договора в реестр только по решению суда. Елена Черенкова, Яна Гагиева, Лена Гаглоева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.